Добрый день! Рудненская центральная городская библиотека продолжает проект «Званый гость». В этом проекте мы знакомим горожан с интересными людьми нашего города, увлеченными, творческими, талантливыми, активными, неравнодушными. Такова и наша сегодняшняя званая гостья. Знакомьтесь, Татьяна Маркова, экономист по образованию и поэт по призванию, член Ассоциации литераторов Северного Казахстана, член Союза деятелей культуры и искусства Российской Федерации, руководитель литературного объединения «Рудненский меридиан». Родилась 19 октября 1982 года в городе Рудном Кустанайской области. Училась в средней школе номер 16. Писать начала в детстве. В школьные годы активно писала стихи, частушки для школьных мероприятий и стенгазет. Окончила инженерно-экономический университет имени Дулатова по специальности экономист. Освоила множество других профессий. Последние 12 лет трудится в ТО «Тарлан Секьюрити», успешно совмещая работу и творчество. В 2018 году пришла в литературное объединение «Рудненский меридиан». В 2022 возглавила его. Активно продвигает творчество рудненских поэтов, организовывает встречи с представителями подрастающего поколения. Имеет грамоты и благодарственные письма за активное участие в творческой жизни города, дипломы российских издательств. Участница литературных конкурсов и фестивалей. Публиковалась в местных изданиях, в литературном журнале Литобъединения «Рудненский меридиан» «Литературный горизонт», в российских изданиях, коллективных сборниках. В 2023 году вышла первая книга стихов для детей «Мамин аленький цветочек». Имя Татьяны Марковой включено в энциклопедический словарь современных детских писателей и словарь современных поэтов. Награждена медалями за выдающийся вклад в литературу третьей степени, за вклад в пополнение библиотечных фондов. Натура деятельная и творческая, Татьяна не собирается останавливаться на достигнутом. Всегда открыта для творчества и новых свершений. О жизни, поэзии, творческих планах и многом другом мы беседуем сегодня с нашей званой гостьей. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Начнем с важного и приятного. Прошедший 2023 год ознаменовался для вас сразу несколькими значимыми событиями. В декабре в Санкт-Петербурге вышла ваша первая книга стихов для детей «Мамин аленький цветочек». Она здесь представлена. И в этом же году ваше имя было включено сразу в два словаря. Энциклопедический словарь современных детских писателей и словарь современных поэтов. Также вручены две медали за выдающийся вклад в литературу и за вклад в пополнение библиотечных фондов. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Спасибо. И разговор с поэтом мне хотелось бы начать тоже с поэтических строчек Евгении Извариной. Холодает, знаете, бабочки тихи, сбившиеся в стаю. Вы когда гуляете, пишите стихи? Нет, я их читаю. Вот, наверное, прежде чем взяться за перо, любой человек сначала читает много хорошей поэзии, напитывается хорошими стихами. Кто для вас стал кумиром в мире поэзии? Кумиром. Не сотвори себе кумира, как говорится. Читать я любила всегда, начиная, наверное, с момента, когда мною было освоены азы азбуки, литературы. Литература была самым любимым предметом, любимейшим в школе. Кумиром. Как таковых кумиров у меня не было. Не знаю, мне это дано, свыше, наверное, с рождения. А подпитку очень хорошую дают мне стихи наших русских классиков. Пушкина, Лермонтова, Блока. Люблю Ахматову, Цветаеву люблю. В аннотации к книге «Мамин аленький цветочек» написано следующее. Начала творить лет с 4,
напевая во весь голос свои собственные детские песенки и декламируя на всю квартиру свои свежесочиненные детские стихи. А к какому возрасту относятся ваши первые сознательные поэтические опыты? Сознательные, поэтические тоже не могу вам сказать, прямо разграничить какие-то возрастные рамки. Как все, в школьные годы первая влюбленность посвящала стихи, какие-то стихи, сопереживающие своим подругам, неудачно влюбившимся, писала о природе, вообще о том, что видела. Пейзажная лирика очень люблю. А скажите, какую роль вот в вашем желании взяться за перо сыграла ваша семья, ваши родители? Все же из семьи идет? Родители, да, родители. У меня папа был поэтом нашим рудненским, Кузеванов Виктор Евдокимович. К сожалению, давно он покинул этот мир, но, пожалуй, все начиналось именно с него. Он много раз, будучи еще в том возрасте, когда ему, скажем так, писалось, творилось, много раз мне говорил: дочь, давай тоже пойдем с нами, пообщаешься с творческими людьми нашего города, попробуешь свои силы в так называемой взрослой поэзии, посмотришь, как это, критика, она тоже очень важна. Но вот, пожалуй, своей поэтичностью я пошла именно в папу. Вообще, как рождаются стихи? То есть это приходит и только успевая записывать, либо приходится корпеть над каждой строчкой? Как у вас это происходит? Ну, корпеть мне не приходилось ни разу. Все-таки это более приходит, наверное, свыше. Часто приходит во снах. Вообще часто приходит вдохновение, оно такая вещь непредсказуемая, она может настигнуть тебя где угодно. То есть вот гуляешь ли ты с собакой, либо занимаешься какими-то бытовыми делами. Николай Островский говорил: «Я убежден лишь в одном – вдохновение приходит во время труда». А философ Шарп утверждал: поэзия живет постоянной бессонницей. На ваш взгляд, что все-таки важнее для поэта? Трудолюбие либо талант? Ой, тут тоже такой неоднозначный вопрос. И трудолюбие, и талант вкупе дают именно, наверное, в результате трудолюбие, да, обязательно, потому что человек, особенно пишущий, он должен, во-первых, передать в своих стихотворениях какую-то смысловую нагрузку. То есть без смысловой подоплеки стихотворение становится автоматически, ну, просто набором рифмованных слов, строчек. А для этого нужно, конечно, я считаю, нужно многое читать, познавать мир, быть разносторонним человеком, интересоваться жизнью происходящей, ну, может быть, чуть-чуть политикой, чтобы тоже в некоторых эпизодах своей жизни тоже рождаются такие стихотворения. Ну и талант, конечно, обязательно. Поэтому вот в дуэте эти два качества, они дают именно вот стихи, которые читаешь, которые трогают до глубины сердца, которые порождают какие-то мысли, побуждают к размышлениям, что-то в тебе переворачивают в твоем сознании, в твоем мышлении, побуждают сделаться лучше и самой, и сделать лучше этот мир. Вот вы сейчас активно печатаетесь, это и местные издания, это литературный журнал Литобъединения «Рудненский меридиан», «Литературный горизонт», и российских изданиях вы публикуетесь. Вот уже вышла первая книга стихов. По утверждению историка и писателя Льва Рубинштейна, писание – это удовлетворение, а печатание – это ответственность. Вы согласны с этим? Вполне согласна, да. Вот что вы испытали впервые, увидев свои стихи опубликованными? Ой, первое чувство, конечно, был такой восторг, непередаваемый, эмоциональный.
как-то, может быть, даже где-то мысленно я себя сравнила с какими-то такими поэтами моими любимыми, которых я читала в школе, в книгах. То есть немножечко ощутила свою приближенность к их творчеству, потому что все равно стихи уже, когда они получаются на бумаге, вот они перед тобой напечатаны, они воспринимаются самим автором немного по-другому. Это как небольшая новая ступенька. А как вы представляете себе вашего читателя? Какого он возраста, статуса? Ну, так как я пишу и для детей, и для взрослых, ну, думаю, что разновозрастная категория, конечно. А вот ваша книга «Мамин аленький цветочек», она написана в такой очень доверительной манере. Каждое стихотворение предваряется каким-то напутствием к маленькому читателю, ну, ненавязчивым, но поучительным каким-то таким вступлением. То есть видно, сколько души вложено в эту книгу. Я писала свою книгу, исходя из позиции мамы. Быть может, потому что когда дочка была маленькая, мы перечитали кучу литературы с ней, но вот именно такой книжки, которую бы я хотела, чтобы, понимаете, книжка, любая книжка, особенно детская, она служит неким учителем для ребенка, восполняя его знания об этом мире, неся в себе, ну, какой-то, может быть, не какой-то, а мировоззренческую функцию прежде всего. Татьяна, что вы нам сегодня почитаете? Хотелось бы почитать, конечно, детские, наверное, стихотворения. Есть, мной написан такой стих, он называется «Грустный стих, который однажды перестал грустить». День грустил, грустила кошка, грустно в чашке чай вздыхал. Из конфетного лукошка от пирожных картошка грустный слышался скандал. Грустный чай разлит был в кружке, грустным сахаром сдобрен. Грустной ложкой так немножко, с грустью грустно восхищен. Грустный дед смотрел в окошко, грустной книгой шелестя. Грустный папа ел картошку, грустной вилкой грустя. Грустно мама суп варила, грустных жарила котлет. Грустно бабушка грустила, и грустил в квартире свет. День грустил, грустила кошка, грустно в чашке чай вздыхал. Из конфетного лукошка грустный слышался скандал. Отворилась дверь в прихожей, и возник веселый я. День, что грустным был так множко, улыбнулся, уходя. Улыбались понемножку дед и вся семья моя, и котлеты улыбались, что-то супу говоря. Улыбаться стала кошка, и, довольный за окном, улыбался дом немножко, полным окон светлых ртом. Мама лучшая подружка. Если ты ушиб коленку, снес плечом случайно стенку и толкнул зачем-то Генку, если тему не просек за сегодняшний урок, если злой сосед ругает, и весь мир не понимает, что в твои вот столько лет трудно иногда бывает без кулька дрожжей конфет, если мучает заноза аж до самого невроза, если день не задается и в руках посуда бьется, если плачется с утра, если не идет игра, если хочется, на ушко, мама лучшая подружка, мама лучший в мире друг, нет ее теплее рук, нет надежней в целом мире, нет роднее на земле, крепче крепкого обнимет, сырным угостит суфле, и на все вопросы сможет дать простой ответ. Потому что ты курносый, даже если с виду рослый, но для мамы непременно самый маленький, наверное, даже если в эту среду тебе стукнуло 100 лет. Спасибо, Татьяна, замечательные стихи. Спасибо большое. Мы продолжим. С 2022 года вы руководитель литературного объединения «Рудненский меридиан». Как вы туда попали? Как нашли единомышленников? В 2017 году в интернете случайно наткнулась на объявление Витольды Федоровны Тресляцкой, Гагариной. На тот момент она руководила литературным объединением «Рудненский меридиан», о том, что они проводят конкурс литературный, творческий среди жителей нашего города.
ну, с просьбой присылать свои стихи на определенный интернет-ресурс, почтовый ящик электронный. Я такой человек, подвластна часто смене настроения, может быть, я еще и весы по знаку зодиака, и будучи человеком пишущим, тонко чувствующим этот мир, поэтому у меня такие частые смены, это не редкость. Ну, было у меня на тот момент настроение, скажем, мерзопакостное, если можно так сказать, и поэтому я, наобум, скажем так, просто, может быть, даже не показать кому-то, не доказать, а может быть, да просто так, написала, отправила и, в общем-то, и забыла на целый год. И не оставив им ни обратного адреса, писала я с интернет-ресурса брата двоюродного, поэтому, он тоже как-то, в общем-то, про это никто и не подумал, мы это все, в общем-то, контактные данные удалили и вот безответственно так поступили. А в 2018 году, спустя год, случайно наткнулась в Одноклассниках на ее страничку, зашла, посмотрела, вздохнула, быть может, с какой-то ноткой такой ностальгической. Сожаление, да? Может быть, да. Упущенные возможности. Нет, сожаления не было, просто любопытство. Мне же, в глубине души охота была, конечно, услышать мнение профессионала, поэтому я не то что профессионала, а человека, который тоже очень много лет пишет. Я люблю критику. Люблю критику, к ней восприимчива, может быть, чтобы меня покритиковали, чтобы, дали какие-то советы. Вот. Может быть, на тот момент у меня не было чувства уверенности какой-то. Вот. И в этот же день я выложила на своей страничке стихотворения, тоже лирические, не помню уже какие. А Витольда Федоровна зашла уже в гости ко мне, посмотрела мои стихотворения и написала мне в личных сообщениях: «Ужель та самая Татьяна?» Я была, конечно, тронута, удивлена до глубины что вас души. запомнили, да? Я такого не ожидала, потому что пишущих много, в общем-то. Поэтому для меня это было, конечно, таким большим-большим плюсиком. А как бы вы одним словом характеризовали атмосферу, царящую в литобъединении Рудненский меридиан? Творческий хаос, но такой любимый, родной, и я сейчас в своей жизни не представляю без них. То есть это люди близкие по духу, пусть не по крови, но иногда кажется, что я с ними и сроднилась уже. То есть, не знаю, мы занимаемся одним и тем же делом, и мне безумно интересно слушать их произведения, их мнение, их критику, я всегда к этому прислушиваюсь. Вот мы собрались вместе, как одна большая дружная семья. Вы говорили, что, возглавив меридиан, вы повели корабль под названием Рудненский меридиан в нужное русло. Вот в чем это проявляется? То есть, что как руководитель вы делаете для продвижения творчества рудненских поэтов? Начнем с того, что когда я первый раз пришла в Рудненский меридиан, было очень много у нас споров, много дележей, высказываний по поводу того, как дальше нам быть. Но все это делились планами, но все это ограничивалось, скажем так, просто разговорами. Я человек дела, я разговоры люблю, но всегда нужно прислушиваться, но нужно что-то делать, чтобы... Предпринимать шаги какие-то. Конечно, чтобы разговоры не остались разговорами. Став во главе корабля под названием Рудненский меридиан, я к этому стала прикладывать огромные усилия. Но очень жаль, что у нас городок, конечно, маленький, и очень жаль, что у нас сейчас на первом месте у подрастающего поколения у нас интернет-ресурсы, читающих очень мало. Захотелось, конечно, в первую очередь обратить внимание на творчество наших рудненских поэтов. Многие из нас печатаются в Российской Федерации.
но это очень обидно, почему знают наших там и не знают абсолютно здесь. Конечно, по мере своих возможностей я обратилась в редакцию газеты «Магнетит». Было у нас с ними заключено соглашение, и наши авторы, мы печатались некоторое время у них тоже. У них до этого была рубрика «Под зеленым абажуром». Эту рубрику, ну, не хвастаюсь, но с моей подачи они возобновили. И наши авторы получили возможность предоставить свое творчество на суд наших рудничан. Я знаю, что вы организовываете встречи с молодежью, Да. Где-то в учебных заведениях, да? Да, Рудненский меридиан, мы активно работаем с детьми, с подрастающим нашим поколением. Это учащиеся детских садиков, это учащиеся школ, РПТК, техникумов. В дальнейшем, надеюсь, вообще такая задумка у меня есть, это проведение большого количества литературных вечеров именно с горожанами нашими. Члены Рудненского меридиана, я знаю, принимают довольно активное участие в жизни города. Это ведь участие во всевозможных городских мероприятиях. А дочь не видела отца с рождения самого. Свинцовых пуль на вылет слыша стоны. И истошный, доколик сердца крик. И красные, пропитанные кровью лица. От крови захлебнувшаяся земля. Снесенный вражеской рукой их отчий дом. И сжженные огнем тем пулеметным леса, деревья, травы и поля. Когда в победном мае 45-го к ним в дом ворвался, думала старик он, заросшее щетиною лицо и рваное в грудине гимнастерка. Она лишь посмотрела на него. Один несмелый, затаенный взгляд и вскрикнула, обмякнув тельцем хрупким. Мой папа, 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 папочка! Неслось протяжным эхом. Папа! А он молчал, и куцые слезинки стекали быстро по щекам небритым. Ее до хруста бережно сжимая, молчал, не в силах подобрать слова, и тихо Богу говорил: спасибо, что дочь его, что кровь его жива. Прошли года, сменились наши лица, и мир вокруг сменился вместе с нами. Я иногда ловлю себя на мысли, что годы нам пора менять местами. Всех тех плебейски разодетых мачо и алкоголем мятых лиц у женщин. Мне тошно даже наблюдать бездействие всех, кто со смрадом человечьим венчан. Когда в минуту вечного молчания пред вечной памятью склоним покорно души, не нужно клятвенно красивых обещаний. Храните жизнь, ее легко разрушить. Татьяна, за участие в жизни города вы награждены всевозможными дипломами, благодарственными письмами. И не только за участие в жизни города, у вас много грамот, дипломов. Скажите, какая из наград, которые вы за все это время получили, для вас является самой ценной? Самый ценный, я даже не смогу вам ответить. Каждая награда, ну, награды вообще для меня служат таким стимулом для того, чтобы быть лучше. Но плюс это такой, как бы, похвальственный такой вот момент для любого пишущего автора. Такой бонус, приятный, да, очень. Быть может, вот, знаете, я очень люблю писать о войне. Слава Богу, я там не служила, но читать о войне очень люблю. С самого детства напиталась рассказами деда своего. Он был у меня сержантом, дошел до самого Берлина.
Поэтому в школьные годы тоже приходилось на себя примерить роль этакой журналистки. Я брала интервью у ветеранов Великой Отечественной войны. Пожалуй, вот эта награда, да. Давайте озвучим этот диплом, за что он вручен. Это памятный диплом к 75-летию со Дня Победы телеканалом российским «Победа». Был объявлен фестиваль среди, в общем-то, всех жителей СНГ, творящих, пишущих, желающих попробовать либо свои силы, либо кому эта тема близка. Ну, в общем, равнодушных не было. Служивших, не служивших, подростков, детей. И я вот отправила свой видеоролик, записала стихотворение. Надеемся, что впереди вас ждет еще много наград, Спасибо. вполне заслуженных. А я бы хотела отдельно сказать еще о медали за вклад в пополнение библиотечных фондов. Приятно отметить, что Лито-Рудненский меридиан сотрудничает и с нашей библиотекой, и также пополняются наши фонды. Вот такие альманахи выходят, «Литературный горизонт», которую мы храним, которые пользуются спросом. Но не только это. Члены литературного объединения «Рудненский меридиан» принимают активное участие в жизни нашей библиотеки. Например, уже не первый год вы принимаете участие в межбиблиотечном челлендже, посвященном Дню благодарности. И в прошлом году вы выступали здесь, в этой библиотеке. Есть видео, оно уже есть в интернете, но мы отдельно еще покажем его нашим зрителям. Конечно, и мне как автору, и всем членам нашего литературного объединения безумно приятно сотрудничать с нашей любимой центральной библиотекой, пополнять библиотечные фонды нашего города. Конечно, чтобы наши жители, родничане читали. Дрог душой мой гордый край, мой мирный, славный Казахстан, моя обитель и мой рай, мой бац, мой нежный Арыстан. Здесь я и падал, рвался ввысь, как смелая лесная рысь, но не хочу судьбу иную. С тобой мы судьбами сплелись, и если от тебя вдали, тебя отчаянно люблю, и так отчаянно тоскую. Хороший здесь живет народ, единый в помыслах своих. Казах, татар, русско-корынс свой кров по-братски разделит. Протянет руку, если встать нет сил, увы, у края где-то. Не потому ли моя земля в народных песнях и воспета? Когда в 30-е года от гнета гиб несправедливо простой рабочий человек, то как ты поступил красиво, согрел блуждающих в ночи. Очаг есть, пища, оставайтесь. Им общим стал твой дом большой, и зов твой вещи, не сдавайтесь. Ты стал родным, жизнью стал, уютным, милым, добрым самым. Мой мудрый, вещий Казахстан, ты отцом им стал и мамой. С тех пор минуло много лет, уж внуки их давно седые. Но правнуки свой твердый след в тебе, великий Казахстан, оставят ноги их босые. А в самый 1 марта день, когда вокруг снега да вьюги, за все тебя благодарим, за все спасибо говорим, хваля твои стальные руки. Татьяна, вы признавались, что не любите участвовать в различных конкурсах. Причина дословно: не нуждаюсь ни в чьей оценке. Конечно. А кто все-таки ваш первый слушатель и критик? Ну, кому вы показываете? Первый дочка. Дочка, Да. конечно, мои домашние, дочка, муж. Но, Что они говорят о вашем творчестве? скажу честно, они у меня абсолютно не литературного склада. Люди, они у меня программисты. Муж Есть программист. физики, есть лирики. Вы лирик, Да, а не физики, да? Да, они чистые такие физики, чистого сплава, скажем так. Поэтому, ну, конечно, им нравится, они слушают, но как таковой критики, им
все нравится, им все устраивает. В Тоже общем-то. приятный момент. Да, приятно. Но мне бы, конечно, хотелось мнение объективное, может быть, мнение со стороны, но тут вот в этом плане немножечко не повезло. Хотя, конечно, лестные слова слушать о том, что мама, здорово, классно получилось, конечно, это приятно. Мама, но мама у меня такая, она эмоциональная, она сразу начинает плакать, она сразу вспоминает папу, вот папа бы гордился, жаль, что он не дожил. Вот, ну и начинаю плакать я. И, в общем, у нас и дует слез. Меньше поводов для Да, слез и да. больше радостных моментов. Вы очень активный, энергичный человек, живущий в режиме 24/7. Очень много сил, энергии требуется для творчества. А есть еще семья, работа. Расставьте приоритеты, что на первом месте? Семья, работа, творчество. Ой, ну, на первом месте, конечно, семья. Безусловно, семья. На втором творчество. Я бы даже сказала, что работа служит для меня в некой степени таким хобби. Я бы, конечно, знаете, если бы было, как в советское время, что вот ты там пишущий, тебе государство платит какой-то гонорар, я бы, наверное, и писала с удовольствием. Потому что, конечно, времени не хватает, задумок много, а времени мало. А на что все-таки остается еще время? Как вы, например, отдыхаете? Отдыхаю. Отдых я предпочитаю активный. То есть, либо это какие-то спортивные мероприятия, лыжи, люблю кататься на коньках с дочкой. То есть какие-то такие пикники, какие-то походы. В одном из стихотворений у вас есть такие строчки. «Я обычная женщина с вечной торбою вместо крыла». А что вас может окрылить? Окрылить может многое чего. В первую очередь, конечно, это моя любимая дочка своими достижениями, своими... Я не скажу, что оценки нет. В принципе, я их вообще не ставлю в приоритет при воспитании детей. Просто она тоже у меня такой активный человек, и мне гораздо приятнее наблюдать за ее победами, какими-то ее ступеньками становления. Она у меня волонтер наш руднинский при молодежном ресурсном центре. Также занимается дебатами, танцует в школе. Ну, какие-то такие спортивные секции. Для меня это, наверное, главный вдохновитель, главный стимул. Ну и, конечно, какие-то наши ежедневные радости. Я стараюсь находить радости в каждом дне. А у вас есть поэтические строки ваши, которые вы могли бы считать своим девизом? А вы знаете, есть. Хотела бы, конечно, прочитать. Оно такое философское, монологичное стихотворение, рассуждение, быть может. Не понимаю эту жизнь. Одни вопросы без ответов. Урок судьбы очередной, но мне ль звенеть заезженной монетой, моля у жизни выдать выходной. А мы хотим жить дорого, красиво. Постойте, но пыль в глаза пускают дураки. Я не сторонник тех, других, увольте. Мне те, кто проще, все-таки близки. Да и в политику вступать нет силы, мочи. Да и в полемике я как-то не сильна. Не оценю склоненных к чьим-то мощам. Быть человеком — вот моя цена. Не нужно слишком праведных поступков. Проступки благороднее подчас. Сквозь полосы размытых промежутков мне все ж дороже искры добрых глаз. И пусть звучит банально до оскомин, и пусть себе на пятую набью я против всех звенящих колоколен. Их пустозвонство сроду не люблю. Что вы нам еще прочитаете? Еще бы хотелось вот из последнего. Знаете, события Крокус-Сити Холла, события, творящие у нас в Донецке, на Украине, вот эта несправедливость. Ну, к этому нельзя оставаться равнодушным. Понимаете, прежде чем
написать любое произведение, стихотворение, либо какое-то прозаическое, прежде всего автор должен пропустить это все через себя. Вот в связи с этим хотелось бы, конечно, прочитать тоже стихотворение. Позвольте, я немного подгляну. Оно пока еще нигде не публиковалось, но в дальнейшем. За что, Господи? Да, грешные мы, земля под ногами разверзнулась, зло и ненависть бурными водами. Что любили и тихо надеялись, затянуло навек непогодами. Ты, земля наша, мать наша родная, от усталости на нас смертных гневишься. Покрываясь весенними всходами, все же веруешь в нас и надеешься, что проснется от сна дурманенный сын твой родный, дочь твоя родная, что в безверии там за туманами снова жизнь закипит полноводная. Ты прости нас, мы жизни не ведаем, раз несем человека насилие, раз утратили веру в хорошее, задохнувшись от лжи и бессилия. Даруй небо нам, синее-синее, и смети с лика смерти страдания. Мы хорошие, мама, хорошие, но устали нести наказание. Спасибо. У вас сегодня есть возможность обратиться к горожанам, к нашим зрителям. Может быть, вы что-то скажете или пожелаете. Любите, будьте любимы, побольше читайте, побольше творите, занимайтесь тем, что вам именно дорого, не откладывайте на потом. Жизнь коротка. Ну и в финале, традиционно, коротко, творческий план. Творческие планы грандиозны, очень много. Сейчас поступило предложение от одного из издательств, Санкт-Петербургского издательства 4. С ними я сотрудничаю, издать такую литературную книгу-раскраску. Планы, конечно, вот и выпустить книгу, еще одну детскую, ну и не только одну, насколько хватит сил, сколько Бог даст. Я пообещала своим первым читателям, что мы еще встретимся с ними на страницах моей книги. Обещание привыкла выполнять. Ну и, конечно, вот хочется затронуть тему женской души. Вот про что говорилось ранее тоже. Эта задумка у меня тоже есть. Мы желаем вам, Татьяна, осуществления самых смелых планов, Спасибо. неисчерпаемого вдохновения, благодарных читателей, Спасибо. большого личного счастья. Огромное спасибо вам за интересную беседу. Мы с вами прощаемся, но надеемся также на дальнейшее сотрудничество. И вам огромное спасибо, что позвали. И всегда безумно интересно. Огромное спасибо.